Благодарю, Бутагос. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем прямую трансляцию с информационной площадки Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан. И сегодня председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Марат Султангазиев подведет итоги деятельности Комитета государственных доходов за 2020 год. Марат Елеусізұлы, алаңызға қош келдіңіз, сөз тізгін өзіңізде. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Мемлекеттік кірістер комитетінің 2020 жылғы қызметінің қорытындылары туралы баяндауға рұқсат етіңіздер. Баяндама біткенсін, ары қарай сұрақтарыңызға жауап беремін. Өткен жылы мемлекеттік бюджеттің кірістері жөніндегі жоспар 102,4%-ке, республикалық бюджет 100,1%-ке, жергілікті бюджет 108%-ке орындалды. 19 жылға қарағанда комитеттің құзыретіндегі мемлекеттік бюджеттің кірістері пандемияға қарамастан іс жүзінде бұрынғы деңгейде қалды. Республикалық бюджет оның ішінде 608 миллиард теңгеге төмендеді, ал жергілікті бюджет 604 миллиард теңгеге өсті. Республикалық деңгейдегі түсімдердің төмендеуі экономикада қалыптасқан жағдайға, сондай-ақ пандемияға қатысты шектеулерге байланысты болды. Алдын ала деректер бойынша жалпы ішкі өнім 2,6%-ке, тауар айналымы 14%-ке төмендеді. Өткізу бойынша айналым 9,7%-ке, оның ішінде ірі кәсіпорындар бойынша 25%-ке азайды. Салықтар бойынша ішкі тауарларға қосымша құн салығы 11%-ке төмендеді. Бұл ретте корпоративтік табыс салығы бойынша түсімдер 3,5%-ке өсті. Еуразиялық экономикалық одақтан қосымша құн салығы 2%-ке, сондай-ақ еңбекақы төлеу қорынан салықтар 5,3%-ке өсті. Кедендік төлемдер бойынша Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен бөлінетін баждар 5,8%-ке, мұнай және мұнай өнімдеріне экспорттық баждар 51%-ке және үшінші елдерден қосымша құн салығы 3,7%-ке төмендеді. Экономика секторлары бойынша мұнай және металдар бағасының төмендеуі есебінен тау-кен өнеркәсібіндегі түсімдер 43%-ке төмендеді. Бұл ретте көлік секторындағы түсімдер 10%-ке, өңдеу өнеркәсібінде 9%-ке, құрылыста 2%-ке және саудада 1,4%-ке өсті. Уважаемые участники брифинга, приоритетной целью комитета является снижение уровня теневой экономики до уровня стран ОСР, это 15-17% к ВВП. Принятые меры в рамках плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 19-21 годы уже позволили достигнуть ее снижения до 23,6% при плане 23,9% с 27% в позапрошлом году. Мы создали национальную систему прослеживаемости товаров, ставшую главным инструментом в борьбе с теневыми оборотами. На сегодня 99% налоговых и 100% таможенных деклараций представляются дистанционно, то есть в электронном виде. Время получения услуг по оформлению импорта и экспорта сократилось с 30 до 5 дней. Наиболее эффективным в фискальном отношении стало внедрение системы, информационной системы электронные счета фактуры. Также по отдельным товарным позициям внедрен модуль «Виртуальный склад», который позволяет видеть складской учет товаров и в онлайн-режиме позволяет видеть сделки с контрагентами. Всего в электронных счетах-фактурах у нас зарегистрировано 505 тысяч пользователей и обработано более 558 миллионов электронных счетов-фактур. Сумма дополнительных поступлений в 2020 году составила 149 миллиардов тенге. Это стало возможным благодаря применению системы управления рисками. Система наделена инструментами аналитики больших данных, интеллектуального анализа с возможностью машинного обучения. В целом нами создано 86 моделей рисков, обработано более 12 миллиардов цифровых документов. Это обеспечило дополнительно 320 миллиардов тенге. С 2020 года произведен повсеместный переход на применение онлайн-ККМ. Здесь очень важна роль и поддержка общества в борьбе с невыдачей чеков. Ниже доложу о пилотном проекте, потому что именно выданные чеки – это последнее звено в нашей системе прослеживаемости. Благодаря цифровизации нам удалось достичь определенных результатов в администрировании. За 2020 год проведено порядка 11,5 тысяч налоговых проверок, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше на 58%.
или на 16 тысяч. Сумма взыскания составила при этом 78 миллиардов, или мы обеспечили рост на 8,3%. В 2020 году проведено 2,9 тысяч таможенных проверок, по результатам которых доначислено 30,6 миллиардов тенге и взыскано 11,3 миллиарда тенге, что значительно превышает показатели прошлых лет. В целом мы стали более точно выходить на проверки, о чем можно судить по вышесказанной статистике. Эффективность дистанционного контроля увеличена на 18%, дополнительно обеспечено 325 миллиардов тенге. Выработаны новые методы дистанционного контроля. Сейчас реализуется пилот по выявлению рисковых компаний на ранней стадии и ограничению услуг их по выписке электронных счетов фактур. С начала пилота ограничена выписка электронных счетов фактур для 5000 рисковых налогоплательщиков. На них приходящийся оборот составил 2 триллиона тенге. Всего с момента запуска по данному пилоту уже взыскано 60 миллиардов тенге. Также это оградило от взаимодействия с 5000 рисковыми предприятиями взаимодействия добросовестных налогоплательщиков. Впервые с 2016 года обналичивание денежных средств на территории Казахстана снижено на 38%. Вместе с тем, за 11 месяцев 2020 года мы видим, что переводы за пределы страны резко увеличились на 19%. Выяснение обоснованности данных переводов мы ставим в качестве приоритетной задачи на текущий год. Усилен контроль на внешних границах путем совершенствования системы управления рисками и актуализации неэффективных индикаторов риска. Эффективность системы управления рисками при импорте составила 73%, выявлено 53,5 тысяч нарушений. Общая эффективность таможенных досмотров составляет 51%. Успешно функционирует ситуационный центр, созданный для мониторинга таможенных операций в пунктах пропуска с инспекционно-досмотровым оборудованием. Планируется внедрение искусственного интеллекта по анализу рентген-снимков. В целях максимальной централизации контроля таможенной стоимости и оптимизации затрат на логистику внешнеторговых грузов создан Центр электронного декларирования в центральном аппарате. Эффект от этих новшеств составил более 25 миллиардов тенге. За счет усиления мер таможенного администрирования нам удалось сократить расхождение по таможенной статистике за последние 3 года на 15%, с 60 до 45%. В настоящее время физическим и юридическим лицам оказывается 44 государственные услуги, из них 38 полностью автоматизированы в электронном виде. В 2020 году оказано в целом 22,3 миллиона государственных услуг, из которых 97% в электронном виде. Особенно именно эти мероприятия стали важны во время локдауна. Продолжает свою работу контакт-центр. За 2020 год обработано свыше 670 тысяч обращений налогоплательщиков. Из них 91% звонков оценили работу наших операторов на отлично. Ну, это в части претворения в жизнь концепции слышащего государства. В день практически мы около 2000 звонков принимаем. Наиболее часто люди обращаются по вопросам уплаты местных налогов, суммам налоговой задолженности и другие. Завершена налоговая амнистия по списанию пени, которой воспользовались более 1 миллиона граждан. Ими уплачена сумма основного долга 15 миллиардов тенге и списана пеня 2,1 миллиард тенге. На прошедшем расширенном заседании главой государства поставлены задачи по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. В этом направлении мы также продолжаем работу. С текущего года объединены налоги на имущество и землю физических лиц. Оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен. Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение ЕСалк-Азамат. Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн-пополнение и автозачеты в течение 2 минут, управлять переплатой, также корректировать свои объекты обложения. На сегодняшний день количество пользователей налогового кошелька, то есть этого приложения ЕСалк-Азамат, более 130 тысяч. Если вы хотите прямо сейчас проверить налоги на собственность, то достаточно вбить в строке поиска App Store или Play Market название приложения ЕСалк-Азамат и скачать его на свои мобильные телефоны. Для индивидуальных предпринимателей предполагаем
внедрить аналогичное предложение eSalk Business, которое предусматривает упрощенную регистрацию, закрытие, представление налоговой отчетности, исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных. Данные приложения автоматически формируют отчетность, которую налогоплательщик может подтвердить, либо откорректировать, то есть дополнить. В целом, принимаемые меры по цифровизации госуслуг также способствовали снижению уровня коррупции. Количество задержанных у нас по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 27% и в 2 раза уменьшилось по сравнению с 2018 годом. В целях вовлечения гражданского общества в борьбе с теневой экономикой реализуется ряд пилотных проектов. Первый – это у нас проект «Гражданский контроль требует чек», направлен на привлечение общества к проявлению нулевой терпимости в отношении граждан, скрывающих доходы, то есть не выбивающих чеки. За время существования пилота через мобильное приложение поступило к нам 16,5 тысяч сообщений о невыдаче чеков, из которых 5,5 тысяч подтвердились, и по ним были выплачены лицам, сообщившим о правонарушениях, 4,5 миллиона тенге. Пилот следующий по выписке электронных счетов фактур по лекарственным средствам запущен в 2020 году в целях прослеживаемости лекарств любых форм. Количество участников сегодня 5,5 тысяч. Еще одним немаловажным проектом по повышению гражданской активности является пилот «Визуальный осмотр» с применением специальных средств видео и фотофиксации. Уже начата разъяснительная работа, формируются QR-коды на сайте КГД, с помощью которого покупатель сможет идентифицировать продавца. В целях обеспечения сквозной прослеживаемости оборота товаров в рамках ЕС с начала 2021 года стартовал проект по оформлению сопроводительных накладных на товары, который оформляется в модуле «Виртуальный склад». На сегодня выявлен ряд проблем, к решению которых мы уже приступили. Отмечу, что штрафные санкции в период проведения пилота не применяются. Комитетом во исполнение поручения главы государства производится масштабная работа по снятию излишних барьеров и противодействию нелегальному торговому обороту. Планируется реализовать национальную систему прослеживаемости товаров в полноценном режиме. Будут модернизированы информационные системы, интегрированная база данных и система налогового администрирования. Это позволит автоматизировать получение актуальных сведений от госорганов в единой базе данных и повысить качество оказания государственных услуг. Планируется дальнейшая модернизация налогообложения недропользователей в горнорудного сектора. С учетом международного опыта мы начали проект по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном информационном взаимодействии. Также проводится комплексная работа по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики. В рамках электронного обмена сведениями с ОСР мы подписали многостороннюю конвенцию. Планируем с этого года начать обмен информацией с ОСР по финансовым счетам граждан Республики Казахстан более чем со 100 юрисдикциями. На сегодняшний день проводится тестирование каналов связи. Также взаимодействие идет с банками. По банкам мы уже получили сведения по 164 физическим лицам, получившим деньги из-за границы. Ну, где-то это доход, где-то не доход. Мы на общую сумму 45 миллиардов тенге были переводы осуществлены в Казахстан по этим 164 физлицам. Уже взыскали в виде налога 68 миллионов тенге. В этом году планируется внедрение блокчейн-технологий в администрировании. Данный вопрос будет также еще параллельно обсужден с бизнес-сообществом. Ну, по нашему мнению, это существенно снизит риски уклонения от уплаты налогов и сократить сделки по обналичиванию. Наряду с этим, с 1 января 2021 года введен первый этап всеобщего декларирования. Он охватывает наиболее подготовленные категории граждан, это госслужащие, а также лица, приравненные к ним, и супруги их. Всего 480 тысяч лиц. В целях упрощения исполнения обязательств по социальным платежам планируется объединение пенсионных взносов, социальных отчислений и отчисления в фонд обязательного медицинского страхования. В плане оснащения и улучшения инфраструктуры начнется реконструкция и техническое дооснащение 9 авто и 1 железнодорожного пункта пропуска. Уже завершена модернизация пункта пропуска имени Бауыржана Куанышбаева на границе с Узбекистаном.
По примеру пункта Нуржолы, на загруженных участках границы планируется внедрение системы электронной очереди, которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Также расширяется внедрение навигационных пломб, что позволит мониторить потоки и сократить факты лжетранзита. В завершение хочу отметить, что комитет прилагает все усилия и ориентирован на осуществление и выполнение поставленных задач, озвученных планов и инициатив. Спасибо. Благодарю, Марат Елюсизович. Марат Елюсизович, прямо сейчас с нами на видеосвязи представители средств массовой информации, они готовы задать свои вопросы. И первым свои вопросы задает Багдат Аслбек, радио Азаттых. Багдат, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос касательно НПО. Больше 10 НПО, помогающие казахстанцам защитить свои гражданские и политические права, подверглись внезапной проверке со стороны налоговых служб. И так получилось, что накануне выборов. И некоторые НПО уже оштрафовали и даже приостановили их деятельность. Как официально называется вот эта проверка и почему предполагаемые нарушения, которые относятся, как сообщали НПО, к 2018 году или в начале 2020 года, начали проверять в итоге в конце 2020 года перед выборами? Для чего все это делается? Для чего препятствуется работе правозащитных НПО? Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос стал сильно обсуждаться последние несколько месяцев. На самом деле, такая работа проводится нами на постоянной основе. Если обратиться к статистике, то в 2018 году таких 4 организации нами выявлено, в 2019 году 6 организаций и в 2020 году 16 фактов было. В целом, одной из задач наших является именно мониторинг и обеспечение исполнения налогового законодательства. Это также в качестве обязанности предусмотрено как Конституцией и налоговым законодательством для всех субъектов, как физических и юридических лиц. НПО, они некоммерческие организации, не имеют цели извлечения дохода, не имеют цели распределения доходов между акционерами. В то же время налоговым кодексом предусмотрено, что они должны уведомлять о получении, расходовании денег и имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, для чего предусмотрена специальная форма отчетности. И это не проверка, это камеральный контроль. Если своевременно отчет не представлен, либо отчет представлен с искаженными данными, это образует уже состав для возбуждения административного производства. Вот такая работа была проведена. Вместе с тем для всех НПО есть в соответствии с административным, с кодексом об админправонарушениях представить в установленные сроки жалобу и обжаловать принятое решение на уровне района. Можно представить жалобу как в судебные органы, так и вышестоящие государственные органы, то есть департаменты госдоходов по областям и городам. Уточняющий вопрос. Сами НПО говорят, что, в принципе, ущерба не было, потому что уклонения от уплаты налогов не было, а эти технические неточности в документах, они были исправлены и предоставлены, и были приняты. И сами технические ошибки были связаны с недостатками законодательства, когда вот этот новый закон вводился в 2016 году. И в связи с этим, насколько серьезный ущерб государству нанесли эти технические неточности НПО, что стоило им применять такое жесткое наказание в виде приостановления деятельности на 3 месяца с учетом того, что там большое количество рабочих мест в каждом НПО, что столько людей могут остаться без работы, без доходов в период пандемии. Ну, я еще раз скажу, что данный состав правонарушения, он является формальным. То есть не представление отчетности, либо недостоверное отражение. Как я выше сказал, НПО не имеет цели извлечения дохода, распределения его среди акционеров. Он только полученные деньги должен тратить на уставные цели. Но ввиду того, что у нас административным кодексом предусмотрено по данным формальным основаниям именно за нарушение срока представления отчетности, либо недостоверное представление отчетности, административный штраф, то мы будем применять данные штрафы. Впоследствии он может обжаловать и дальше уже учитывать там малозначительность, прочие вещи. А в данном случае из-за того, что состав именно формальный и
административным кодексом предусмотрены санкции, человек, выявивший это, обязан заполнить протокол. Мурат, Вопрос переходите хотел- к следующему вопросу. Сейчас, секундочку, я все-таки не услышал ответа. Лично вы как считаете, считаете ли это жестким наказанием, что восстановили на 3 месяца? Потому что тут же еще не только в юридическом момент, еще социальный момент, что у каждой организации есть столько людей, и сейчас в период пандемии, когда вообще сложно найти доходы. Ну, здесь вопрос, его надо с двух сторон смотреть. Человек, выявивший нарушение, и тот, который налагает административный штраф, это должностные лица, и они обязаны подчиняться тем законам и кодексам, законодательством, которые у нас есть. В данном случае кодекс предусматривает как штраф, так и приостановление деятельности. То есть у него нет возможности ограничиться предупреждением. Спасибо. Последнее уточнение. Те же НПО жалуются, что констатируют, что уже более месяца, даже 2 месяцев не рассматривали, тянули заявление, хотя там по закону должны были в течение определенного срока рассматривать. И в связи с чем это связано? И потом, ну давайте на этот вопрос ответим, потому что сейчас... Ну, все практически административные производства, там, за исключением нескольких, были отложены. Это было, опять же, по инициативе самих же НПО и Гражданского альянса, чтобы на период там, прохождения выборов не рассматривались данные постановления. Второй вопрос. И последнее уточнение по первому вопросу. И Мурат, говорят, пожалуйста, что... переходите к следующему вопросу. Если вы хотите задавать вопросы в это формате интервью, очень- прошу обратиться в это пресс-службу очень- КГД. Это очень актуальная тема, и у меня последнее уточнение по первому вопросу. Последнее уточнение. Да. И НПО сообщает, что им во время рассмотрения их аргументы не принимались, хотя они исправляли неточности, предоставляли, но их аргументы вообще не принимались. С чем это связано? Ну, здесь состав правонарушения достаточно понятный. Либо несвоевременное представление отчетности или не представление, что мы видим из базы данных. Либо недостоверное. То есть мы путем сверки обнаруживаем недостоверное заполнение данных форм. Вот какие там доводы могут быть? Могут быть приведены какие-то другие обстоятельства, смягчающие, либо там, которые возможно учесть при рассмотрении впоследствии. Ну, а так, сам состав, он достаточно просто обнаруживается. Спасибо. Второй вопрос. Точнее, я хочу заменить второй вопрос, опять же, вопросом на тему НПО. Теперь с ракурса международных организаций. Ряд международных организаций назвали проверки страны налоговых служб скоординированной атакой. К примеру, Transparency заявлял, что Казахстан не достигнет своих целей по соблюдению международных стандартов надлежащего управления, если он будет продолжать подавлять и подрывать независимое гражданское общество. Как вы прокомментируете заявление международных организаций, которые заявляют о скоординированной атаке и выражают недоумение по поводу притеснения гражданского общества в Казахстане? Ну, понятно. Вопрос понятен, но, как я говорил, вот по статистике у нас и в 2018 году, и в 2019 году, и в пределах исковой давности эта работа постоянно проводится. Вот. Ежегодно проводится. Кроме того, если обратиться к международной практике, то законодательство разных развитых стран, как США, Великобритания, Израиля, они предусматривают абсолютно аналогичные нормы для НПО. НПО для того и НПО, что оно должно быть максимально прозрачным и, наверное, наиболее законопослушным, чем все другие субъекты. Но в развитых странах за технические неточности не закрывают? За неотражение в учете полученных, вернее, за неотражение в налоговой отчетности полученных денежных средств, там штрафы гораздо больше. В США, насколько я помню, там до 10 тысяч долларов доходит. Благодарю за ответ. Марат Елюсизович, на коллегии антикоррупционной службы Алик Шпекбаев назвал
3 самых коррумпированных госоргана. Это МВД, Минсельхоз и Комитет госдоходов. Цитирую. Полноценные превентивные меры отсутствуют и у Комитета государственных доходов, наглядным подтверждением чему служат регулярные жалобы граждан и бизнеса на систематические поборы в таможенных и налоговых органах. Вы согласны с этими словами? Если нет, то почему? И почему вы оказались в лидерах? Почему работа по противодействию коррупции не проводится должным образом? И когда, по вашему мнению, таможенные и налоговые органы будут нормально и честно выполнять свои обязанности? Данный вопрос направила Тамара Вальс, Власть КИЗ. Также аналогичный вопрос задала журналист из газеты «Новое поколение». Спасибо за вопрос. Действительно, есть такая неприглядная статистика в отношении Комитета государственных доходов. Но в целом, какая работа нами проводится? Первое, конечно, это ограничение контактов наших работников с субъектами бизнеса. В этой части проводится автоматизация всех существующих бизнес-процессов. Все 37 из 44 государственных услуг у нас на сегодня автоматизированы. Конечно, важен вопрос здесь именно цифровизации. То есть 98,9% у нас декларации сегодня представляется в электронном виде. Почти более 60% импорта они проходят по зеленому коридору. То есть там явки в органы госдоходов не требуются. Это значительно сокращает именно коррупциогенность. Второе, это, конечно, обратная связь. В части налаживания обратной связи здесь сам контакт-центр, который мы открыли в конце позапрошлого года, он, как я сказал, в день практически 2000 звонков принимает и уже дистанционно путем устных разъяснений может обслуживать наших налогоплательщиков. Кроме того, мы зарегистрированы практически во всех мессенджерах, различных соцсетях, где с каждым днем, так скажем, набираем обороты, и обратная связь тоже там установлена. Третье, конечно, это неотвратимость наказания. То есть по тем случаям, где есть подобные факты, это в прошлом году у нас Алматинская область, Восточная Казахстанская область, Жамбылская область, такие факты были. Там мы сразу проводим проверки по установлению причин и условий, способствующих совершению данных нарушений. После этого, уже не дожидаясь там решений судебных органов, как только мы выявили эти причины и условия, мы уже занимаемся своими работниками, которые могли быть в силу своих служебных полномочий исключить данные. После идет сразу уже вынесение его на дисциплинарную комиссию и наказание. При этом мы не ждем решения суда и прочего. Мы сами выясняем причины и условия способствующие. Это то, что в части неотвратимости наказания. И, конечно, есть у нас следующее, это в какой части? Это непосредственно мотивация наших работников. Это премирование, другие какие-то нематериальные поощрения в виде долгосрочных отпусков, отдельных командировок, либо учебных отдельных курсов. В целом, я хочу сказать, что эти меры постепенно они влияют на снижение уровня коррупции. По сравнению с прошлыми годами у нас, если в 2018 году было 50 задержаний, в 2019 34 и в 2020 25. Общее количество, общая численность нашего комитета 11 700 человек. То есть из них 25 человек в прошлом году было задержано. Спасибо. Марат Елеусізұлы, дәл осындай сұрақты Бақ КЗ-тен Лаура Наурызбаева да жолдапты. Алдағы уақытта комитет жемқорлыққа қарсы қандай іс-шаралар атқармақ? Қысқа нұсқа тағы да қайталап өтсеңіз қазақ тілінде. Қазақша айтсақ, бүгінге енді біріншіден бұл біздің осы өзіміздегі ішіндегі жұмыстың бизнес процестерін автоматтандыру, цифрландыру, ол жұмыс жүргізілуде. Бүгінге 38 мемлекеттік қызмет көрсету цифрландырылған. Бүгінге 98%-дан астам, 99 десек те болады, бүкіл есеп қисаптар электронды түрде бізге тапсырылады. Ол үшін адамға кіріс органдарына келіп қажеті жоқ. Сондай.
Ну, жалпы біз мынау әлеуметтік жүйелерде бәр жерінде тіркелгенбіз. Егер фактілер болса, оны да қабылдауға дайынбыз. Біздің контакт орталығы күніне былтырғы жылы, жалпы жыл бойынша 670 мың телефон шолу қабылдады. Әрқайсысына жауап берілді. Оның ішінде 91% звондағанның біздің қызметті үздік деп анықтады. Тағы да бір айтатын не бар. 2 жыл бойы, вот, в течение 2 лет последних, есть такой первый антикоррупционный форум. Это общественная организация. На протяжении 2 лет нашему госоргану, то есть Комитету госдоходов, присваивает место первое среди всех других госорганов за открытость. Вот это тоже мы считаем как оценка нашей работы в плане противодействия коррупции. Спасибо. Жауабыңызға рахмет. Кезекте Қазақ Таймс редакциясынан Асан Анарбайұлы. Асан, қайырлы күн, біз сізді тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн. Бірінші сауалымыз, сайлау қарсаңында және қазіргі таңда Қазақстанда бірқатар азаматтық ұйымдар, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралының өкілі факт-чек сайтының техникалық қате үшін ауыр жазаға, тырнақшаның ішінде ауыр жазаға ұшырауын мемлекеттік кірістер жөніндегі комитет президент Тоқаевтың естуші мемлекет және азамат қоғам дамыту концепциясы аясында медиация деңгейінде қайта қарауға ықыласты ма? Қайта қараудан тартынбай ма? Себебі бұны біз ақпарат құралдарының өкілдері әріптесіміз ретінде және халықаралық ұйымдардың ізімен біз бұны белгілі дәрежеде ақпарат құралына жасалған цензура деп бағалаймыз. Техникалық қате осыншалықты ақпарат құралының жұмысын тоқтату деңгейіндегі жазаға лайық па? Қандай да бір ұсыныс болса, біз оны қарауға дайынбыз. Бүгінгі күнге мынау біздің экономика министрлігінде өзіміздің жұмыс тобымыз бар. Әр заңнамаға қандай өзгерістер енгізіледі, сол жұмыс тобында қарауға дайынбыз. Демек, бұл үкімдер қайта өзгеруі мүмкін, егер жәбірленуші немесе тырнақшаның ішінде айыпталушы тарап өтінім берсе, иә? Ол егер мынау заң өзгерілсе, заң сол күшіне енген күннен бастап сол заң жұмыс істейді. Ал сіздің айтып атқаныңыз мынау қандай бір сіздерге айыппұл салынды ма? Егер сондай фактін айтсаңыз, онымен араласып нақты жауабын қайтарып берейік. Өйткені бұлай сіз жобасын ғана айтып тұрсыз да, түсініксіз болып тұр. Қазір мемлекеттік істер комитетінің санына ілігіп отырған медианет жобасында, соның ішінде факт-чек сайты, ол белгілі Қазақстандағы жалғыз ақпарат құралы. Егер ертең соты болады, сіздердің іліктеріңіз бойынша тырнақшаның ішінде 3 айға қызметі тоқтатылып, бірнеше миллион айыппұл салынса, ақпарат құралы жұмысын тоқтатуға мәжбүр болғалы тұр. Осы сот алдында қандай да бір медиация деңгейінде сіздер тараптан қадам бола ма деген сауал. Медиация түрінде. Бізде, егер ол салықтық айыппұл болды ма, басқа ма? Салықтық, сіз хабарыңыз жоқ па? Бұл үлкен дау тудырып жатқан мәселе ғой. Мынау бірінші сұраққа НПО-лар бойынша сонымен сәйкес, да? Иә, бейүкіметтік ұйымның қарауындағы. Сіздер сотқа шағымдансаңыз, немесе біздің осы комитетке шағымдансаңыз болады, соны мұқият қараймыз. Оның бәрі біздің әкімшілік кодексінде жазылған, соған сәйкес болады. Түсінікті. Демек, мұнда бюрократияға сілтеп отырсыздар. Бұл істі сіздер бастап, сіздердің іліктеріңіз бойынша жүріп жатқан мәселе. Сондықтан медиация, сотқа дейін медиация бола ма деген нақты сұрақ қойылды. Жоқ, біз тараптан анау медиация деген болмайды, бірақ мынау шағым қарастыру
жүзінде оны қарастыруға болады. Түсінікті. Ертең сотқа өзге де ақпарат құралдары өкілдері қатысатын болады. Бұл мәселе қоғамдық ақпарат құралдары өкілдерінің жіті назарында. Екінші сауал, Қазақстанның батыс және басқа да өңірлеріндегі шетелдік үлесі бар компанияларда жұмысшылар көп еңбек дауымен ереуілге шығады. Дәл сол жұмыс беруші компаниялардың кіріс көздері, табысы, салық төлемі туралы ақпарат ашық түрде, ашық дерек көздерге орнатыла ма? Себебі табысы өте мол компаниялардың жұмысшыларының еңбегі ақысы арзымсыз, тіпті қара жұмыстың еңбегіне татымайды деген шағыммен көп жұмысшылар редакцияға шығып жатады. Осы ақпарат ашық және қолжетімді болу үшін сайтқа орналастыруларыңызды сұраймыз. Осы жөнінде топтастырылған ақпарат көзі бар ма сіздерде дайын? Шетелдік үлесі бар мұнай компанияларының табысы, салығы және шығындары жөніндегі. Бұл құпия болып саналып, көңіл қалмай ма қандай да бір мемлекеттік құпия санатында? Сұрағыңыз түсінікті, рахмет. Бүгінгі күнге тек төленген салықтың мөлшері ғана, сонымен қатар мекеменің аты, басқа да соған байланысты бин сол салықтық құпия болып табылмайды, ал оның алған тапқан табысы, оның шығындары ол салықтық құпия болып саналады. Сол себептен оны ашық түрде көрсете алмаймыз. Ал төленген салықтары немесе бар берешегі, оның бәрі біздің сайтта бар, кімнің қандай қарызы, қандай салықтан екен. Ол салықтық құпия болып саналмайды. Бұл ашық дерек көздерде контрагенттер базасында бар, бірақ оның бәрі жекелеп шашыраңқы орналасқан. Сіздер еңбек министрлігімен бірігіп, комитет бастама танытып, осындай шетелдік үлесі бар компаниялардың табыс салығына байланысты зерделеу жұмыстарын жүргізіп, қазақстандық жұмысшылардың мүддесін қорғайтын қандай да бір жоба жасау бастама ойларыңызда бар ма комитеттің тарапынан? Себебі бұл ұзақ мерзімді дауға айналып келеді. Жақсы, дұрыс айтасыз. Бүгін күнде бізде ондай ой бар, еңбек министрлігімен бірігіп, оларда бүгінгі күнге электрондық жүйеде электронный договора найма дейді, сол іске асырылған, солармен қосылып жұмыс істейміз. Жылдың аяғына дейін сол екі біздің жүйе мен олардың жүйені интеграциялауға дайынбыз. Соңғы нақтылау сауалы, қазір сайлау қарсаңы бүгінгі таңда жүріп жатқан бейүкіметтік азаматтық ұйымдарға жасалып жатқан әртүрлі істер, сот жағдайлары туралы сіздердің комитеттен ресми өкіл халыққа түсінікті жалпақ тілде не үшін ол ұйымдар жауапкершілікке тартылып жатқан жөнінде түсіндіріп беретін ресми өкіл бар ма? Бізге бұл жөнінде комментарий бере ала ма? Елдің алдында уәделеріңізді алып алсақ. Бұл бойынша біз бірнеше рет пресс-релиз бергенбіз. Бейүкіметтік ұйымдар бойынша бағанада бірінші сұрақта орысша айтқам. Қазіргі күнге енді олардың салық кодексімен және конституциямен белгіленген өзінің парыздары бар. Ол өз есеп қисаптарында шетелден немесе басқа да ұйымдардан алған ақшасын сол есеп қисаптарда көрсету. Егер сол есеп қисаптарын салық органдарына уақытында тапсырмаса, немесе оларды тапсырып, бірақ анау пайда көздерін көрсетпесе, ол бойынша біз жауапқа тартамыз. Дәл сондай жұмыс кеше ғана емес, ол жұмыс уже 3 жыл бойы біз жүргізіп жатырмыз. 18 жылы 4 мекеме сондай анықталған, 19 жылы 6 мекеме, былтыр 16 мекеме. Онда неліктен соңғы қосымша нақтылау, бұл өйткені өте қоғамдық резонанс тақырып. Онда неліктен бұл ұйымдардың күні кешегі емес, бірнеше айғы емес, 5 жылғы дерегі зерделеніп жатыр. Және ол қаражаттың орны толықтырылды, ешқандай залал келтірмеген. Соған қарамастан, техникалық қатеге қарамастан, медианың жұмысын тоқтату деген бұл біз үлкен саяси қысым деп санаймыз санатшаның ішінде. Осы мәселе жөнінде ертең сот процесіне сіздердің өкілдеріңіз қатысып,
шынайы азамат қоғамның жағдайын көруді сұраймыз. Соңғы Жақсы. комментарий. Рахмет. Жақсы. Халима Бұқарқызы, Айқын газетінен кезекте. Халима ханым, байланыстасыз ба? Естіліп тұр ма? Қайырлы Естіліп күн. тұр. Сауалдарыңызды қоя беріңіз. Модератордан бір өтініш. Біз мынау Медианет және Фактчек KZ медиа ресурсына қатысты, Медианет ұйымына қатысты сұрақты жайдан жай қойып жатқан жоқпыз. Өйткені бұл ұйымдар біздің елде азаматтық қоғамды дамытуға үлкен үлес қосып отыр. Сұлтанғазиев мырза, біз бұл жайтты жіті бақылап отырмыз, қадағалап отырмыз. Негізі әу баста бұл бір жаңағы сіз атаған бірнеше ұйымдарда НПО-ларға қатысты ескерту, негізі 17-18 форма салық есептілігі бойынша ескерту берілген болатын. Егер бұл жаңа осы формаға қатысты тек қана ескерту беріледі, яғни 460 дефис бір бап бойынша 2 ай бұрынғы ғана заң бұзушылық тексерілу керек. Бірақ өздеріңіз айтып отырғандай, бұл 3 жыл бұрынғы 3 жылдан бергі камералды тексеру жүргізіліп жатыр дейді. Бұл жерде осы НПО-лардың өкілдері, басшылары бұл жерде заң бұзушылық болып жатыр тексеруші тараптан дейді. Бұл енді бір сұрақпен жаңа сіз түсінбей қалдыңыз, менің алдымдағы әріптесім айтқан кезде бұл қай ұйым, сіздің ұйым ба деп сұрап қалдыңыз. Бұл әлгінде азаттықтағы әріптесіміз қойған сұрақтың ішіндегі НПО-лардың ішінде осы 2 ұйым да бар. Бұл екеуі тікелей бақ саласына қатысты болғандықтан жаңа Қазақ Таймстағы әріптесіміз атап өтті. Бұл сұрақтың жауабын сіздер бізге жақсылап нақтылап бересіздер деген үміттемін. Менің сұрағым мынандай болып, сіз жаңа айттыңыз, біз бұны 4 жылдан бері бастадық. Бұған дейінгі жылдарда бір жылы 4 ұйым, бір жылы 16 ұйым осындай тексерілді дедіңіз, иә? Енді сол ұйымдардың жұмысы 3 айға тоқтатылды ма? Осы сұраққа жауап беріңізші, ал бұл туралы бұған дейін біз неге білмей келдік деген сұрақ туындап тұр. Жақсы, ол сұрағыңызға былтырғы жылдардың анықталған қателер бойынша қандай айыппұл салынды, оны жазбаша түрде өзіңізге берсек қазір. Жоқ, 3 айға жұмысы тоқтатылды ма? Мысалы, біздің естуімізде Медианет 3 айға жұмысы тоқтатылайын деп тұр. Бұл жерде біздің әріптестеріміз, қазақстандық журналистер жұмыссыз қалайын деп отыр. Біз осы мәселені көтеріп отырмыз ғой негізінен. Ал қазір пандемия кезінде жұмыссыздықпен күресу біздің негізгі үкіметтің басты міндеті екенін білесіз. Жақсы. Мынау жалпы ол жақта 2 ғана қате болуы мүмкін. Біреуі мынау есеп қисапты тапсырмау, екіншісі оны тапсырып, бірақ пайда көздерін көрсетпеу. Егер соның екіншісі болса, онда міндетті түрде жұмысы тоқтатылу керек. 3 ай мерзімге дейін. Ал нақты бағанағы былтырғы жылды қандай болған екен, алдыңғы жыл қандай болған екен, оны жазбаша берейік. Енді екінші сұрақ. Жаңа сіз өз баяндамаңызда айтып өттіңіз, мемлекеттік кіріс комитетінің басты міндеттерінің бірі көлеңкелі экономикамен күресу деп атадыңыз. Ал көлеңкелі экономикамен күресті күшейту үшін президенттің бастамасымен қаржы мониторинг агенттігі құрылғанын білесіз. Ол сіздермен бірге бір министрліктің қанатының астында жұмыс істеген комитет. Бұл осы көлеңкелі экономикамен күресте бір-бірлеріңіздің қызметтеріңізді қайталау болып саналмай ма? Жоқ, ол қайталау болып саналмайды. Өйткені біз көбінесе мынау әкімшілік бұзушылықтармен айналысамыз. Олар болса мынау ары қарай қылмыстық істермен айналысады. Егер біз тексеруге шығып, сол тексеру бойынша әкімшілік емес, ал қылмыстық состав болып жатса, біз ол материалды оларға береміз. Ары қарай өздері сол іс жүргізеді. Негізі ары қарай сіздерден алып, ары қарай қылмыстық неге алып кету сол кісілердің мойнында болады, иә? Дәл солай. Сауалдарыңызға рахмет. На очереди человек и закон Марат Башимов. Марат Советович, добрый день. Добрый день. У меня простой вопрос. Знаете, это вытекает из выступления главы государства, президента Касым-Жомарта Токаева, где он однозначно указал на главную это область теневой экономика. Это вот как раз непосредственно ваше выступление. Вы сказали, что 23% снизилось. Это вот с 29, по-моему. Это очень хорошо. Но Мирный банк дает 50%. Они же тоже не дураки. Это вот к этому вопросу, поскольку, знаете, 10 лет назад пересажали даже всех таможенников, правоохранительных органов, спецслужбы, департамент МВ. И сейчас что, повторяется через 10 лет такая же ситуация, если 5 миллиардов только на одном Харгосе, на границе с Китаем? Это первый вопрос. И можно потом и второй вопрос.
Так, ну, вы имеете в виду вот то, что по расхождениям с КНР, да? По расхождениям, да. Но Да. я так понял, это ваша информация, да, по расхождениям? Да, А вот конечно. как-то, мы же знаем, что это же 5 Да. миллиардов, это сумасшедшие деньги. Правильно говорите, по расхождениям таможенной статистики с КНР для нас большой вопрос, он у нас на повестке, как я сказал в докладе, за последние 3 года мы на 15% сократили эту статистику с 60 до 45. Ну, в целом, что нужно сказать? Такие же расхождения с КНР, они есть практически со всеми странами. Это в силу каких-то методологических особенностей ведения статистики в Китайской Народной Республике. По нашим данным, из этих вот 5 миллиардов, которые на сегодня мы оцениваем расхождение, 53% расхождений относятся к транзиту китайских товаров, перемещаемых через Республику Казахстан. И эти товары транзитом проходят из Казахстана в другие страны. И по признаку именно пересечения границы в китайской статистике они отражаются как отгрузка в Казахстан. Вот. 20% это товары, реализуемые через МЦПС Харгос, где нет у нас таможенного декларирования. Это место для приграничной торговли. И там все оформляется в упрощенном порядке. Оставшиеся 27%, это порядка 1,5, может чуть больше миллиардов, по нашему мнению, относятся именно к нашей непосредственной обязанности, это занижение таможенной стоимости, с которой мы работаем. Что нами сделано? Мы в позапрошлом году подписали соглашение с Китайской Народной Республикой. Впервые это было именно в истории, что КНР готов передавать сведения из экспортных деклараций в другую страну. Вот. Первое оказалось, это вот Казахстан. Много было усилий приложено. При этом этот обмен начался в онлайн формате. Единственное, вот период пандемии, он нам не позволил так форсированно отработать этот онлайн формат, потому что есть проблемы в идентификации их переданных данных, есть проблемы в отражении этих данных. Ну, сейчас уже вроде мы работу настраиваем, отправили туда 2 своих представителей в качестве представителей КГД в состав посольства Китайской Народной Республики. Ну, с их помощью, думаем, работа, она усилится. Вот. В целом все. Теперь такая же работа, она ведется и с другими странами. Вот с Узбекистаном у нас уже аналогичный обмен полностью идет, практически на рабочем уровне, на уровне межобластном эти встречи проходятся и сопоставление данной статистики производится. Вот. Сейчас нами ведутся переговоры по таким же соглашениям с такими странами, как Турция, Иран и Украина. Думаю, как только мы с ними подпишем именно обмен информацией, онлайн-обмен информацией, тогда статистика уже значительно будет качественной. Спасибо. Не, вам большое спасибо. Я второй вопрос. А вообще, по первому вопросу, СК, надо руководству сказать, вот взяли 15 минут ваше выступление, показали, и до свидания. Так не делается вообще. Ответы журналиста вообще, вот вы ответили по существу, теперь мне стало ясно. Второй вопрос. Вы знаете, вот сейчас везде, вот тут на левом берегу, элементарное, уклонение от налогов, везде написано, перейдите по Каспий. Это в магазинах продуктовых, это там, где я не говорю, все другие магазины. То есть МГД сразу отключился от этого вопроса, да, или не хотят в период пандемии связываться, потому что есть те люди, которые, бизнес, который платит налоги, все нормально, а есть, которые пользуются моментом, не хотят подтягивать это, да, увести все налоги, и, знаете, там, так вот. Спасибо. Вот как ответите на это? Ну, спасибо за вопрос и вообще в целом спасибо за вашу такую активную позицию. Мы в целом хотим тоже повысить налоговую культуру и вовлеченность граждан именно в исполнение налоговых обязательств другими предпринимателями. То есть сообщение о фактах коррупции, о фактах преступления, и здесь сообщение о фактах невыпитого чека, по сути, оно идет, общественную опасность примерно представляет одинаково, потому что в данном случае, не выбив чек, субъект
сокращает, оптимизирует свои налоги, соответственно, ну, страдает бюджет дальше уже, и это влияет на исполнение социальных обязательств. Поэтому мы и начали такого рода акции, как «Требуй чек», «Выиграй приз» есть. Вот в конце года вместе с Национальной палатой Атамекен по этим онлайн-чекам из кассовых аппаратов разыграли автомобиль. Также «Требуй чек» и получи, гражданский контроль «Требуй чек», когда субъект, вернее физическое лицо, закрепляет или сообщает о факте невыбитого чека в наши районные либо областные подразделения. Далее наши уже сверяются, то есть человек купил там, скажем, условно хлеб, мы видим по онлайн-кассовым аппаратам, если в этот день у него не был пробит хлеб, то привлекаем данного субъекта к ответственности. Более того, за такие сообщения мы еще и выплачиваем вознаграждение в рамках пилота. 16,5 тысяч таких сообщений было. 4,5 миллиона тенге мы в виде вознаграждений таким активистам представили. Поэтому предлагаем повсеместно эту работу вести. В то же время это будет как обеспечение прав самих потребителей, потому что на руках будет чек, и одновременно для нас это исполнение налоговых обязательств. Спасибо. Рахмет, вам большое спасибо. Рахмет. Марат Елюсизович, осенью и зимой была сложная ситуация на границе с Китаем. У перевозчиков вызывало возмущение то, что стоят неделями в очереди, в то время, когда фирма под названием Евротранзит практически единолично имела возможность проезжать через границу. Так ли это на самом деле? Имело ли место быть монополией отдельной компании? И как сейчас обстановка на границе? Понятно, что все зависит не только от нас, а также от КНР. Какая работа ведется с ГТС КНР? С марта прошлого года примерно были усилены меры именно противоэпидемиологические со стороны КНР. Все автомобильные пункты пропуска были закрыты. После этого мы начали переговоры. Пункт пропуска Нуржолы, владельцем которого является Евротранзит, он на сегодняшний день оказался наиболее подготовленным и который более чем другие пункты устраивает сторону КНР в части именно взаимодействия. Потому что если в других пунктах есть необходимость заезжать нашему транспортному средству и нашему водителю на территорию КНР, такой вариант для стороны КНР неприемлем. В данном случае на Нуржолу как происходит перевозка товаров? Китайская сторона на нейтральной стороне, на нейтральной полосе оставляет прицеп, тягач уезжает, затем с казахстанской стороны выезжает тягач, забирает этот прицеп и выгружает на складе Евротранзита. Тот заказчик товара уже забирает его не на китайской стороне, а на казахстанской стороне со склада Евротранзита. Вот. Поэтому такой механизм с ними был согласован. Мы его назвали бесконтактная перевозка товаров. И только благодаря вот этой бесконтактной перевозке товаров на сегодняшний день вот этот пункт пропуска и работает. Другие пункты пропуска пока закрыты. Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы разговаривали с администрацией СУАР. Сейчас вроде они готовы немного увеличить оборот товаров автомобильным транспортом, но опять только лишь по такой схеме. На других пунктах, таких перевалочных пунктов и пунктов по дезинфекционной по обработке, они пока даже на китайской стороне не предусмотрены. После завершения их модернизации, возможно, там весной они откроются. Вот. При этом отмечу, что с нашей стороны все пункты пропуска открыты. Они закрыты пока только на стороне КНР. Благодарю за подробные разъяснения. Следующий вопрос касательно недоимки налогов по городу Нур-Султану. И этот вопрос направила Мадина Жатханбаева с Инфозакон КИЗ. Марат Елюсизович, как вы знаете, уплата налогов – это конституционная обязанность физических и юридических лиц. Однако эту конституционную обязанность игнорируют представители бизнеса. Одним из злостных уклонителей по уплате налогов по городу Нур-Султан является ТО «Намат Строй».
Как нам стало известно из достоверных источников, данное ТО в момент пандемии, то есть июня 2020 года, прошел процедуру банкротства в межрайонном специализированном экономическом суде города Нур-Султан. Как ваше ведомство допустило банкротство данного ТО и, соответственно, недоимку налогов более $1 миллиарда в бюджет? Спасибо за вопрос. Вот, хорошо, что его чуть раньше отправили, я справку запросил. И ответ вот такой. По состоянию на сегодня ТО «Намат-Строй» в списках ликвидированных должников, а также должников, в отношении которых проводится процедура банкротства, не значится. То есть данное лицо самостоятельно подавало на банкротство ввиду того, что есть долги, ему в судебном порядке отказали. Более того, значит, в 2018 году СЭР ДГД города Астана возбуждено уголовное дело в отношении лиц, причастных к мошенничеству. Были заявления дольщиков. Учредитель ТО приговором районного суда Саракинского района осужден по статье 189 на 8 лет. Вот. Поэтому ТО не ликвидировано, есть некая конкурсная масса, вернее, не конкурсная масса, а есть ограничения, выставленные на его имущество, по-моему, по 2 адресам в городе Нур-Султан, и в рамках уже уголовного дела, дальше уже гражданского судопроизводства дольщики вправе взыскивать. Спасибо. Следующий вопрос задает Серикжан Маулетбай, Информбюро. Серикжан, добрый день. Вы на связи? Здравствуйте, меня слышно? Да, вас слышно. Пожалуйста, ваши вопросы. Да, у меня уточняющий вопрос к предыдущим вопросам о ситуации с НПО. Говорилось о том, что это камеральный контроль. Однако, согласно правилам проведения камерального контроля, в случае обнаружения каких-либо нарушений, то нарушителю дается время на его исправление. Если все исправлено, то, соответственно, и наказания не будет. В случае с многими НПО, которые сейчас подверглись налоговой атаке, атаки от налоговых служб, они как раз-таки исправляли все вот эти формальные технические отписки, но, несмотря на это, их приостановили деятельность и оштрафовали. Поясните, пожалуйста, почему? Почему вы не даете возможность исправить эту формальную техническую ошибку, раз говорите, что это камеральный контроль? Здесь, да, дистанционно эти все нарушения были установлены, но если отчетность не своевременно представлена, конечно, она впоследствии будет представлена, но санкция именно предусмотрена за несвоевременное представление. Вот. Поэтому здесь административный штраф, он был наложен. Так они же предоставляли все эти. Вот, например, к примеру, Евгений Жовтис, у него есть грант от Управления комиссара ООН по делам беженцев. Они ежегодно сдают все необходимые документы. Единственное расхождение, которое нашло в одном из протоколов, которые об административном правонарушении, одно из нарушений найдено такое, что у них были курсовая разница была. Поясните, пожалуйста, почему человек, который исправил все и сдал вовремя, и при этом сумма у него в долларах не поменялась, но в тенге в конце поменялась, и это нарушение было аж в 2018 году. Почему именно сейчас его привлекают и не дают возможность ему исправить и дать то, что требует налоговая? Здесь в пределах исковой давности эта работа проводится и впоследствии будет проводиться. То, что он не исправил отчетность, он в любом случае допустил данное формальное правонарушение. И санкции данной статьи предусмотрены за неотражение или недостоверное отражение. То, что и было установлено. Поэтому приняты были такие меры. В целом, как я сказал, есть возможность, и вроде он, насколько я знаю, сегодня уже и подал жалобу на решение районного управления. В городском департаменте оно будет рассмотрено. Последующий уточняющий вопрос. Почему налоговые органы считают, что нарушение
отчетностям 2018, 2019, 2020 года не подлежат не той норме административного кодекса, в котором сказано, что срок давности 2 месяца. Вот Ну, это, поясните, пожалуйста, прям детально. Да, ну, мы очень считаем, так как это нарушение норм налогового законодательства, то и сроки исковой давности должны исчисляться по налоговому законодательству. То есть это 5 лет и 3 года. Вот в этой связи. Это какая статья налогового кодекса и Это административного в общих положениях налогового кодекса для крупных предприятий 5 лет, для остальных 3 года. А статью назовите? Или вы налоговый кодекс не знаете, работая в налоговой Не, ну службе? я вам по статейно не могу сказать. Вот сейчас эксперты сидят, посмотрите, пожалуйста. То есть вы не знаете, да, налоговый кодекс, несмотря на то, что вы работаете в налоговой службе, возглавляете налоговую службу. Ладно, следующий уточняющий вопрос. Секунду вас Добрый день, Сулейменов Ануар, директор департамента Комитета госдоходов. Разрешите, привлечение к административной ответственности по сроку исковой давности осуществляется в соответствии с 62 статьи административного кодекса, по которому предусмотрено за правонарушения, допущенные в течение последних 5 лет, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности. 62 статья административного кодекса. Угу. Сержант, Спасибо. переходите к вопросам. Да, у меня еще будут вопросы. Продолжение этой темы, вопрос уточняющий опять же. Поясните, пожалуйста, сколько всего НПО у нас привлекаются по непредоставлению или неправильному предоставлению вот этой информации об иностранном финансировании, и какие санкции уже на сегодняшний день налоговая применила в отношении них? После этого будет еще один вопрос. Ну, всего у нас 22 тысячи НПО, именно по тем установленным фактам, если статистику приводить, то в 2018 году это 4 организации, в 2019 6 и в 2020 году 16 организаций. Я спрашивал про сейчас. Сейчас вот сколько у вас? Ну вот Совместе 16 с, организаций в 2020 году было установлено. По всем ним сейчас проводится работа. Кто-то обжалует, кто-то в процессе еще наложения штрафов. 16. Как это было установлено? Вчера или позавчера был суд по Медианету, рассмотрение было. Там ваши сотрудники сказали, что им просто скинули список НПО, которые они просто проверили и нашли вот такие. Откуда взялся список и почему сверху это все скинули? Почему это было обнаружено только в конце концов в этом году, а не в прошлом, не позапрошлом году, когда были эти правонарушения? Ну, еще раз вам скажу, что в пределах исковой давности данная работа проводится и в прошлом году проводилась, и в этом году, и позапрошлом году. Сопоставление данных, оно производилось на уровне центрального аппарата. При этом база у нас единая по всей стране. Каждый в пределах своих должностных обязанностей имеет доступ к данной базе. Вот. То есть подоплеки политической нет в этом, да, вы утверждаете? Здесь мы именно привлекли к ответственности в соответствии с налогом и с административным кодексом. Вот. Спасибо за ответ. Жанар Следующий Сердалина. вопрос. Сержан, если вы Следующий хотите вопрос. задавать Дайте я вопросы задам в формате вопрос. интервью, я хочу напомнить о том, Дайте что мне задать идет вопрос. Я ни пресс-конференция. один вопрос не задал. Все были уточняющие вопросы. Я свой вопрос не задал. Сержан, вы задали достаточное количество вопросов. К сожалению, я перехожу к следующему журналисту. Жанар Я задаю Сердалина. вопрос. СТК. Последний СТК, вопрос. не мешайте мне, пожалуйста, задавать вопрос. Сержан, вы задали достаточное Я количество задал вопросов. достаточно вопросов. У меня еще есть вопрос для Комитета госдоходов. СТК, вы нарушаете мои права журналиста. Что за привычка затыкать журналистов? Следующий вопрос. Сейчас у нас в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, очень много бизнеса ушло в тень. Какую работу проводит Комитет госдоходов, чтобы они вышли из тени? Потому что у нас, как ни посмотришь, у нас и караоке ночью работают, и кафе работают ночью, и при этом они пользуются только наличной оплатой и не выдают никаких чеков и так далее. Ну, в целом, надо сказать, что мы ведем
работу путем анализа именно онлайн кассовых аппаратов, посттерминалов и другой выручки, также налоговой отчетности представленной. Поэтому здесь важна активность граждан. Кроме того, вот в большей мере это касается, ваш вопрос, субъектов микро и малого бизнеса, которые на 3 года освобождены от проведения выездных проверок и от уплаты налогов на доходы. Поэтому здесь, опять-таки, здесь нам поддержка и роль гражданского общества важна. Если касается реализации товаров, то прослеживаемость ведется от импорта и до конечного реализатора путем сверки электронных счетов фактур, которые выписываются там всеми налогоплательщиками, состоящими на учете по НДС. Вот такой мониторинг проводим. Спасибо за ответ. Жанар Сердалина с Best News KZ направила свои 2 вопроса, и она спрашивает, каковы причины частого изменения степени риска налогоплательщиков и почему рейтинг меняется не после очередной сдачи формы налоговой отчетности, что, возможно, было логичней, а между налоговыми периодами. Ну, здесь рейтинг, он меняется только в соответствии с представленной отчетностью. И после представления отчетности. В случае же, если был представлен перерасчет за какой-либо период, то, естественно, тот рейтинг, он пересмотрится после представления дополнительной отчетности. Если же нет никаких перерасчетов, то рейтинг, как сложился после отчетного периода, он и будет до следующего отчетного периода такой же. Спасибо. А какие изменения в налоговом кодексе в наступившем 2021 году произошли для ИП с упрощенкой? Ну, для ИП по упрощенке как таковых больших изменений нет. Они все в процессе обсуждения. Мы ставим задачу, и руководство поставило задачу по модернизации всех специальных налоговых режимов, упростить их администрирование и упростить там порядок представления отчетности. В последнем своем поручении президент сказал вовсе отменить отчетность для субъектов такого бизнеса. Мы начали работу по цифровизации данной сферы. Вот, как я уже сказал, ЕСАЛК Азамат мобильное приложение мы запускаем. Оно позволит как регистрироваться, и весь цикл индивидуального предпринимателя, находящегося на спецналоговом режиме, оно сопровождает. То есть с подачи заявлений, получения консультаций, даже формы отчетности для него будут формироваться автоматически, исходя из показаний, полученных нами из его кассового аппарата и посттерминала. Уважаемые коллеги, выключите, пожалуйста, свои микрофоны. Субъект вправе подтвердить данную отчетность, либо дополнить ее другими еще данными. Возможно, у него были какие-то сделки по бартерные или сделки на расчетных счетах, которые мы на сегодняшний день не видим. Вот. Спасибо за ответ. Мирим Смаил, Тенгри Ньюс, с нами на связи. Мирим, добрый день. Мирим, вы на связи. Включите, пожалуйста, микрофон. Мирим. Добрый день. У меня всего один вопрос. Казахстанцы пожаловались, что кабинет налогоплательщиков самовольно начисляет ИПН и КПН, хотя действует освобождение для малого и среднего бизнеса. Вот система исправляет введенные нулевые значения, независимо от того, как человек ввел данные. И вот я хотела спросить, с чем связаны такие ошибки, будут ли возвращены деньги тем пользователям, которые уже оплатили налог по ошибке. И если ошибка продлится, казахстанцы опасаются ареста счетов за неуплату несуществующего налога. Есть ли такой риск? Ну, надо сказать, все, кто пользуется данным авторасчетом, они вбивают данные, в итоге там сумма налога, она сама исчисляется. Вправе в этом авторасчете указать 0 вместо налога, то есть в ручном режиме. Естественно, тогда никаких начислений на лицевом счете не будет. Так как этот авторасчет, он для удобства был создан, вправе его либо подтвердить, либо поставить 0.
в графе начисления. Если же по ошибке этот 0 не был представлен, вам надлежит направить перерасчет, у вас обнулится сальдо и никакой задолженности, соответственно, там закрытых счетов и прочего уже не будет. Мирим, есть ли у вас уточнения? Микрофон включите, Если пожалуйста. человек уже оплатил налог по ошибке, Ему будет возвращен налог, если он по ошибке уплатил. меня слышно? Если человек уже оплатил налог по ошибке. Если он ошибочно уплатил, эта сумма у нас висит в виде переплаты на лицевом счете. Он вправе обратиться, направить по электронным каналам через кабинет налогоплательщика свое заявление, мы ему вернем переплату. Спасибо. Спасибо, Мирим, за ваш заданный вопрос. Адырна ұлттық порталынан келесі сұрақты жолдапты. Е-салық азамат мобильді қосымшасының артықшылығы неде? Баяндамаңызда сіз айтып өттіңіз, бірақ қысқа нұсқа тағы да қайталап өтсеңіз. Азаматтық салық па? Е-салық азамат. Ол енді е-салық азамат бүгінге жұмыста істелуде 130 мың біздің өзіміздің қазақстандық азаматтар сонымен пайдаланады. Оны пайдалану үшін тек мынау App Store-ға кіріп, соны өзінің мобильдік телефонына жүктесе болды. Ол е-салық азамат қалай электрондық амиен деуге болады. Өйткені о жаққа түскен ақша, салған ақшаңыз автоматты түрде сіздің келешектегі болатын салық борыштарыңызды соған есептелінеді. Жылдың алдында өзіңіз сол е-салық азамат бойынша білсеңіз болады, қандай осы жылы сіздің транспорттық, басқа жер, мүлік салықтары болатын. Сол ақшаны жылдың алдында сол электрондық амиенге салсаңыз, жыл бойы ол есептелініп, өзі автоматты түрде төленетін болады. Жауабыңызға рахмет. Соның ішінде тағы да, егер мынау көлік немесе мүліктеріңіздің келіспеушілік болса, қателескен түрде болады, кейде оны да түзеуге мүмкіншілік бар. Рахмет. Даулет Стлиев, Казинформ, направил два вопроса. Когда планируется внедрение единый налог с продаж, по примеру США, и будет ли отмена возврата НДС? Ну, с этого года уже у нас предусмотрен розничный налог. Это 3% от оборота. И, в принципе, по решению правительства это сделано для тех сфер, которые пострадали в период пандемии. Вот. Четкий перечень, он будет определен постановлением правительства. И практически можно сказать, он одно и то же, что и налог с оборота. Он заменяет социальный налог, и индивидуальный подоходный налог, и НДС. Вот. То есть это уже работает. Ну, вместе с тем, по отмене возмещения НДС, в данном случае, ну, сейчас сам НДС, он у нас есть, соответственно, возмещение НДС для экспортеров, оно будет, но в то же время мы сейчас обсуждаем вопрос по дифференцированной ставке возмещения. В зависимости от уровня переделов, от уровня качества товаров, опыт Китая такой уже есть. То есть, если экспортируется сырье, меньше НДС возмещается. Если экспортируется там готовая продукция с высоким уровнем передела, значит НДС в полной мере возмещается. Благодарю. Бобек Коноров, Закон КИЗ. На расширенном заседании правительства глава государства говорил, в целом из трудоустроенных более 40% остались в тени. Я давал поручение внедрить автоматический механизм проверки таких фактов, но КГД и НПФ еще не выполнили это поручение. Еще один минус противокризисных поручений – снижение налоговых поступлений. Из выделенных более 1 триллиона тенге для дорожной карты занятости выплачено налогов лишь по 5,5 миллиардов тенге. Как планируется исправлять ситуацию? Ну, мы такой анализ провели, работу вместе с Минтруда начали проводить. В конце декабря ряд нарушений таких уже установили. Скажем, за второй
квартал и за третий квартал практически по 60 тысяч незадекларированных работников выявлено. В целом, что касается именно участников дорожной карты занятости, ну, по всем выявленным случаям мы выставили уведомления по результатам камерального контроля. Сроки еще исполнения не подошли. Как подойдут, дальше уже будут конкретные цифры. Сейчас могу сказать, что около 2000 у нас именно предприятий, которые участвуют в данной программе «Дорожная карта занятости». Фонд оплаты труда за 9 месяцев 2020 года по ним увеличился в 2 раза и составил 83 миллиарда. Сумма поступивших налогов за 12 месяцев 109 миллиардов по ним. Ну и мы также установили 280 налогоплательщиков, участников программы, у которых фонд оплаты труда не растет, а наоборот падает. Работу с ними тоже проводим. Марат Елюсизович, и последний вопрос. Многие ИП и ТО не могут вести свою деятельность из-за внезапно возникающих долгов 5 и 10 тенге и последующего ареста счетов. Как получается, что предприниматели узнают о мизерных долгах уже в банках при обслуживании и только когда их дело направлено в ЧСИ? Арест уже наложен. Почему инспекторы налоговой службы не могут информировать об этом заранее, видя задолженности и формируя документы в ЧСИ? Расскажите пошагово, пожалуйста, как работает эта система и что вы будете делать, чтобы исправить ситуацию и чтобы бизнес не оказывался парализованным из-за чьей-то халатности или нежелания делать лишние шаги, потратить 5 минут на звонок? Ну, сразу скажу, что именно взыскание задолженности, тем более принудительное взыскание задолженности, у нас именно оно полностью автоматизировано. При возникновении задолженности выставляется извещение, далее дается срок для его исполнения. Если не исполнено данное требование наше, то формируется именно распоряжение о взыскании данной задолженности автоматически, принудительно, но при этом только в пределах задолженности. Поэтому те нами направленные извещения, уведомления, они направляются тоже электронно в кабинет налогоплательщика. Поэтому для юридических, физических лиц, имеющих там ключи, им необходимо просто лишь перед каждым отчетным периодом смотреть свою задолженность. Более того, именно во избежание даже таких случаев мы сейчас двигаем инициативу с тем, чтобы до определенного уровня, примерно 6 МРП мы взяли, чтобы не взыскивать задолженность вовсе. Вот. Также здесь надо сказать, что эти меры применяются только к субъектам средней и высокой степени риска. Для субъектов низкой степени риска, которых практически у нас половина, такие меры не применяются. Марат Елюсизович, благодарю вас за уделенное время и за предоставленную информацию. Құрметті әріптестер, осымен тікелей көрсетілімді тамамдаймыз. Сағат 16:30-да эфирде қайта жүздескенше. Рахмет, сау болыңыздар.